том, что произошло после выборов, мы увидели классическое поведение России в качестве союзника. Вот так Россия действует в отношении тех государств, которые формально имеют с ней союзные отношения. Вот мы увидели похожую ситуацию в Армении, теперь мы видим похожую ситуацию в Беларуси. Когда под шумок каких-либо проблем, которые имеются, Россия демонстрирует военное продвижение в данном государстве. При том, что здесь очень интересный момент. Лукашенко всегда пробовал торговать темой безопасности Беларуси для получения каких-либо экономических плюшек, экономических выгод от Российской Федерации. Ну и сейчас, собственно, мы подходим к тому моменту, когда Лукашенко уже может доторговаться. Потому что мы видим, что Россия, скажем так, у которой не получилось реализовать какие-либо свои политические задумки в Беларуси после выборов 2020 года, просто сейчас пользуется ситуацией и продвигает свое военное присутствие в Беларуси. Опять же, Лукашенко этому не противится, а также публично высказывает свою лояльность Кремлю и делая некоторые провокационные заявления, как, например, в отношении Украины или, например, вот это про ядерное оружие. Опять же, что даже России приходится его осаживать и говорить, что это, наверное, уже слишком. Но здесь это очень интересный момент, то что мы не должны говорить, что это именно все исключительно Россия, но это Лукашенко в первую очередь несет за это ответственность, поскольку он сам всегда пользуется аргументом продажи безопасности для получения поддержки со стороны Кремля, притом любой поддержки. Сейчас мы видим наличие на территории Беларуси вот этого учебно-боевого центра недалеко от границы с Польшей. Несомненно, он был там размещен специально. И что самое интересное, по договоренностям с Российской Федерацией и по тем заявлениям, которые мы услышали, таких учебно-боевых центров должно было появиться еще 2 на территории Российской Федерации. Однако на данный момент про их создание не слышно ничего от слова совсем. То есть в Беларуси этот учебно-боевой центр есть. Притом Сергей Шойгу как-то заявил, что этих центров даже 2. Поэтому мы даже не знаем, сколько их на самом деле, потому что договоренности этих мы не видели. И никто не знает, на каких условиях эти учебно-боевые центры ведут свою деятельность. Однако то, что там находится российское вооружение, там находятся российские С-400 и самолеты Су-30, притом они там находятся вместе с военнослужащими Российской Федерации. Это то вооружение, которое хотел получить Лукашенко, однако получил он его от России, с одной стороны бесплатно, с другой стороны совершенно не бесплатно, потому что получил он его вместе с российскими операторами, с теми, кто его обслуживает. Но это явно не то, чего он хотел первоначально. Однако вот такие уступки ему приходится делать. И сейчас мы видим вот это продвижение, опять же мы видим продолжение договоренностей о присутствии российских военных объектов на территории Беларуси, продление. И, собственно, вот это то, к чему сейчас Беларусь приходит. То есть возможность расширения российского присутствия, даже возможность появления полномасштабной российской военной базы на территории Беларуси совершенно не исключена. И вот, соответственно, вот Россия делает ставку, скорее всего, на такой своеобразный военный контроль, потому что военное присутствие – это то, при помощи чего Россия во многих странах контролирует ситуацию. И, собственно, может это использовать. Но, опять же, мы видели, как российские военные объекты могут быть использованы, например, в Украине. То есть, какую они роль сыграли, или какую роль они сыграли в Молдове. Вот. И поэтому здесь нужно понимать, что это очень большой риск, а с другой стороны, я бы сказал, что возможно такая своеобразная армянизация Беларуси. Это та цель, которая бы Россию полностью устроила. С одной стороны, полностью все контролировать страну в военном плане, в плане внешнеполитическом, когда не будут возможны какие-либо геополитические развороты, как они любят это в России называть. А с другой стороны, ничего за это не платить.